Всем привет, друзья! Сегодня опять я на кухне. Как бы зимним вечером решил приготовить такое блюдо. Много говорят про это блюдо. Кто говорит, что называет его шакшукой, кто называет его мешанкой. А для меня это просто яичница с луком, с помидорами. От себя еще добавлю кусочки сарделек. Да, сардельку порезал и кусочками добавлю туда. Соль, перец по вкусу добавляем. И вот, сейчас начнем. Начнем резать лук, помидоры. Хотя нет, сейчас попробуем. У меня есть палочка. Эта палочка уже фонд социального страхования не зря просто так дал. Посмотрим, она поможет или нет. Ну-ка, палочка, нам помоги порезать лук, помидоры, так сказать. Ну-ка, раз. Хоп, хоп, готово. Получилось, не обманули, ребята, палочка-то работает. Ну что, включаем мы. Сегодня, там высоко у меня вот эта плита, которая для меня она высокая. И я решил просто портативную газовую плиту. Кто-то спрашивал, есть у меня ли газ или нет. Вот таким, ребята, газовым прибором я пользуюсь. Конечно, не ахти как, но какой есть, так и есть. Мы уже сюда налили масла растительного. Вон примерно столечко. Сейчас мы разогреем это все. И начнем жарить нашу яичницу. У нас газ. Вот у нас газ какой. Газ. Газа нету как такового, газопровода или как там, как делают. У нас мившерских есть там баллонами, большими баллонами, газовые плиты есть, конечно. Но вот как такового газопровода, чтобы стационарный газ был, нет такого. А живем на газу. А газа нету. Сапожники без сапог, ребята. Так. Но это отдельная тема для разговора. Сейчас быстренько погреем все это дело. Забросили мы лук, ребята, и будем до золотистого цвета его жарить. Чтобы не перегреть, а просто будет золотистым. И мы добавим потом помидорчиков. Немножко помешиваем, чтобы главное, чтобы лук не подгорел, а стал просто как золотистым. Все, забросили, ребята, уже сарделечки, кусочки сардельки. И доводим еще лук немножко. И сейчас будем добавлять помидоры. Так. Сейчас добавим помидоры. Забросили помидоры. Теперь ждем, когда этот помидор даст сок. Яичница должна быть сочной. Вот. На слабом огне закрываем это все дело. Пускай немножко потушится. Не забываем, ребята, посолить.
мы уже посолили. Это тоже немножко сначала вот так посолим. Сейчас все это пока дело тушится. А потом будем, когда мы уже разбили сюда яйца, вон тарелочку, и когда яйца выльем на сковородку, да, тоже сверху посолим, поперчим. Вот. А сейчас у нас вот помидоры отдали сок, и пускай немножко вот эта лишняя влага немножко выпарится. Вот насчет вот точности, там сколько соли надо, сколько помидоров надо, я не могу сказать, ребята. Вот сколько у меня там было лука, сколько примерно вот эта горочку там. Рецепт, как такового рецепта нету. Это все импровизация. Каждый раз импровизация получается. Что получается, то и едим. Это у нас ужин на троих получится. Некоторые говорят, что шакшука там или там яичница на завтрак, а мы сегодня будем ужинать этим блюдом. Вот. Жена пока на работе, вот придет, и как раз к ее приходу это все у нас будет горячее, вкусное, горячее. Вот, друзья, ждем, пока выпарится вода, которая, ну, сок, то есть, который дали помидоры. Я сначала хотел, ребята, это самое, чтобы еще, ну, желтки не разбились, аккуратненько, чтобы там на порции, чтобы, ну, красиво, чтобы было. А что-то у меня вот два желтка разбилось, и я решил так слегка немножко уже все добить. Вот так с ним. Не надо как омлет мешать, конечно, но слегка немножко вот так перемешаю, чтобы когда будем выливать на сковородку все это дело. Ну вот так примерно. Слегонца так. Немножко вот. Вот. Хватит. А солить я буду уже, когда вот это все туда вылью. Ну, вылили мы, ребята, яйца, и вон такая картина у нас. Мы уже, ну, посолили тут, и немножко не будем вот так все это мешать, да, а немножко будем вот так, ну, чтобы на дно это все опустилось, все это, и потихоньку пускай жарится, то есть, чтобы снизу не пригорало, огонь не надо сильно добавлять, именно чтобы равномерно все, потихоньку все. Чтобы равномерно потихоньку все готовилось. Вот так немножечко помешиваем. Так. И нам нужен теперь перец, еще немножко поперчим. Все это дело поперчили мы, ребята. Вот. Ну, аромат, я вам скажу, изумительный. Соль вроде нормальная уже. Солите, ребята, по вкусу своему. Я не знаю, сколько там надо соли именно. Приготовку всегда вы же пробуете для себя. Кто-то любит соленое, кто-то не очень любит соленые. Вот. Мы не будем, ну, чтобы это самое главное, яичница наша должна быть сочной. Не будем полностью, как бы, вот этот, вот, как бы, чтобы она была сочной. Чтобы можно было хлебушек прямо вот в сковородку макать. У нас есть обычай, например, есть
со сковородки, да, там вместе. И именно со сковородки еда почему-то вкуснее получается. Не знаю. Ну вот уже почти все готово. Я пока выключу это, огонь выключу. И накрою. Пускай уже доходит закрытой крышкой. Это все. А потом уже покрою, ну, посыпем немножко зеленью. Если сейчас найду какую-нибудь зелень в доме. Ну, нашел я в холодильнике зеленый лук. Свежего нету. Он замороженный был. Все это самое приготовили. Ну и у нас уже все. Практически яичница готова. Все. Вот так. Быстро все. Просто и вкусно. Сейчас снимем и попробуем. Я уже не буду показывать, как я кушаю. Просто это не эстетично, потому что руки не работают и не покажу, короче говоря. Ну, ребята, все, вот готовое блюдо, так сказать. Можно кушать. Все очень просто. Лук, помидоры, яйца и перец, соль. Быстро все, сердито. Можно... Мы кушаем прямо со сковородкой. Не знаю, как это. Прилично, неприлично. Со сковородкой она вкуснее всегда. Макаешь хлебушком там и кушаешь. Все, ребята, закончил я такой быстренький импровизированный ужин. Все. Всем спасибо, кто досмотрел. Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Что не так, пишите. Если ставите дизлайки, объясняйте почему. Что не понравилось, почему не понравилось. Чтобы в следующий раз мне исправиться. А так, всем пока, всем удачи. Подписывайтесь на канал. Нажимайте на колокольчик. Пока, ребята, все.